Здравствуйте, мы снова в тренде. С вами я, Сия Гулькараман. Представляем вашему вниманию подборку новостей. Как только завезут вакцину, начнем прививать население от COVID-19. Об этом сегодня заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Нурболот Усинбаев. По его словам, часть наших граждан постепенно забывает опасные аспекты коронавирусной инфекции. В мире замедляется скорость его распространения, однако говорить о стабильности пока рано. Мы в ближайшее время подпишем национальный план и будем поэтапно организовывать прививки. Надо активно поучаствовать, призвал замминистра. Прививаться будут взрослые от 18 до 65-летнего возраста. В Кыргызстане 58 новых случаев COVID-19, скончались двое. В Кыргызстане идет подготовка к первому визиту Садыра Джапарова в Россию. Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял посла Российской Федерации в Кыргызстане Николая Удовиченко. В ходе встречи они обсудили вопросы предстоящих мероприятий на высшем уровне, обменялись мнениями относительно двустороннего взаимодействия, в том числе по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, а также в рамках международных организаций и региональных объединений. Сторонами выражена надежда на рассмотрение всех запланированных мероприятий, дальнейшую интенсификацию всего комплекса кыргызско-российского сотрудничества с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах. Выборы депутатов местных кенешей назначены на 11 апреля. Президент Садыр Джапаров подписал указ о назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызской республики. Указом постановляется Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов организовать проведение выборов. Правительству выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центризбиркома. Исполняющий обязанности мэра столицы Балбак Тулебаев снят с должности. Сегодня на заседании мэрии Балбак Тулебаев официально сложил с себя полномочия. Новый градоначальник Эрмек Нургазиев представлен коллективу. Тулебаев освобожден от должности согласно поданному заявлению. Он опроверг информацию о том, что его назначили управделами президента. «Я ложусь в больницу, буду лечиться. 3 года работал без отпусков, последние 6 дней получаю укол», — сказал он. В социальных сетях выступили против назначения градоначальника. Пост о недоверии назначенцу опубликовал активист Атай Бишенбек. Флешмоб «Не мой мэр» уже поддержали несколько десятков пользователей. Все они пишут о том, что градоначальником должен стать компетентный, современный, целеустремленный лидер, способный решить социальные, экологические и экономические проблемы города. Граждане высказывают мнение, что власти должны услышать глас народа и рассмотреть других кандидатов на этот пост. И сегодня же Эрмек Нургазиев освобожден от должности исполняющего обязанности мэра Бишкека. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. Причиной его отставки стали его предыдущие противоправные действия, отмечают СМИ. Снесла курочка, яичко заграничное. Почему в Бишкеке дефицит яиц? В торговых сетях Бишкека дефицит яиц, даже при том, что их стоимость уже приблизилась к 130 сомам за десяток. По словам заместителя министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Джаныбека Керималиева, мы уже давно употребляем в основном только импортные яйца, преимущественно казахстанские. Но осенью прошлого года в соседней стране, вернее в некоторых ее областях, вспыхнула эпидемия птичьего гриппа. Многомиллионное куриное поголовье было уничтожено, об экспорте в другие страны не могло идти и речи. Вот почему и у нас появился дефицит. Дефицит неизбежен. Бизнесмены просят открыть границу с Китаем в обе стороны. Вверх скачут цены на продукты питания, мясо по праздникам, постоянное ощущение голода у большинства простых граждан, голодные обмороки школьников, экономия на покупке новой одежды и обуви. Все стало новой реальностью для населения Кыргызстана. Об этом в соцсетях написал общественный деятель Турат Акимов. Но это социальный дарвинизм. Слабые умрут, сильные выживут, отметил Акимов. Его позицию наглядно доказывают слова предпринимателей, которые обратились с единственной просьбой к властям Кыргызстана решить, наконец, вопрос об открытии для паровоза товаров границу с Китаем. Садыр Джапаров против вывешивания своего портрета в кабинетах чиновников. Президент рекомендует воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях. Садыр Джапаров считает, что на данный момент он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Вместо портрета главы государства предлагаются портреты выдающихся государственных деятелей, таких как
Юсуп Абдрахманов и Исхак Разаков, внесших неоценимый вклад в укрепление нашей государственности и социально-экономическое развитие Кыргызстана. Легенда о первом кыргызском женском легионе. Эта легенда появилась в кыргызском фольклоре примерно в середине 15 века, когда началось массовое переселение кыргызских племен с долины реки Енисея в горные районы Тяньшаня. Эта точка зрения была изложена в совместной работе ученых-историков Клишторнова, Макеева, Макрынина. На территории современного Атбашинского района поселилось племя Чирик, что в переводе означает «воин», «соратник». Из-за малочисленности мужского населения племени его защитники не могли дать отпор захватчикам. И тогда жена Бека, которую все члены этого племени называли Бегаим, предложила создать женский отряд. Читайте больше новостей на нашем сайте vb.kj и социальных сетях. Будьте с нами, будьте в тренде.